Поселок Урьёль, в переводе с коми «беличий ручей», типичная таежная глубинка. Чтобы попасть сюда, надо преодолеть более 100 километров и пересечь Вычегду на пароме. 40 лет назад населенный пункт носил другое название – Верхний Лабором. В те годы здесь было более 500 жителей. Многие трудились на лесозаготовках, получали хорошую зарплату. Но в 2008 году лесопункт закрылся. Остались самые стойкие, сплошные оптимисты. Евгения Кладкевич о том, что их питает и заряжает. Мать, отец, 9 детей и еще столько же внуков. Столь многодетная и вместе с тем уникальная для современности семья Бобрецовых живет в маленьком, мало кому известном поселке Урьёль. До столицы почти 3 часа по бездорожью, инфраструктуры как таковой нет. Лишь пара магазинов, почта да ФАП. Нет даже школы. На учебу дети ездят аж за 20 километров в соседнее село. Работают же местные в большинстве своем тоже за пределами, вахтовым методом. Раньше у нас здесь в поселке Урьёль было все. И лесопункт, и подсобное хозяйство, и заправочная станция. Школа была, детский сад, все было. И был у нас вот аэропорт, куда прилетали самолеты из Сыктывкара. Печальную лепту в жизнь поселка внесла перестройка. Тогда позакрывалось почти все. Со временем прекратил работу и лесопункт, на тот момент главный кладезь рабочих мест в Урьёле. Там, к слову, много лет трудился и глава семейства Тимофей Бобрецов. Работал водителем лесовоза, сейчас же на пенсии. Деньги небольшие, поэтому семья держит хозяйство. Большую помощь оказывают дети, 6 из которых, к слову, приемные. И иметь на воспитании такое количество ребятишек из детского дома, признаются Бобрецовы, большое счастье. Они озлобленные, как маленькие зверята. И как бы они боятся, то, что их раз предали, и еще предадут, еще несколько раз могут их предать. Мы брали таких детей, от которых уже приемные семьи отказались. Я здесь уже живу как 6-й год. Меня вот взяли из приюта. Мне здесь понравилось. В деревне самое то. И воздух чистый, и никакого там, как в этом году, как коронавируса. И лес рядом, и воздух чистый, и болезней меньше. Трудиться семья старается на благо всего поселка. Чтобы Урьёль не угас окончательно, 5 лет назад по инициативе Раисы Бобрецовой здесь появился собственный храм. Построенный в старом здании лесопункта, он стал духовным символом сплочения для местных. Кстати, строили святилище урьёльцы на собственные деньги, своими же силами. На становление храма понадобился ровно год. Своего батюшки в Урьёле нет, поэтому раз в 3 недели службу здесь проводит священнослужитель из соседнего поселения. Однако небольшие получасовые службы, так называемые обедни, каждое воскресенье жители устраивают сами. Раньше у нас не было храма, к нам приезжали, мы дома крестились, а потом поехали в монастырь, ездили, вот там мне и понравилось, и потом вот у нас построили, сейчас тут и хорошо, слава тебе, Господи, надо никуда ездить, батюшка Сергий приезжает. Приобщение к религии, содержание храма и вера в Бога стали приятной отдушиной для урьёльцев. Все здесь живут словно одной большой семьей, помогают друг другу и поддерживают в любых трудностях. Отсюда признаются и та непомерная любовь к родному поселку. Мы никогда не сдадимся, потому что здесь нам хорошо. У меня здесь родители, тем более у меня дочка, у дочки тоже внучка, да мы все здесь. Важно, что о желании остаться в родном Урьёле говорят и дети. Несмотря на отсутствие многих благ цивилизации, они, тем не менее, даже не задумываются о жизни где-то за пределами родного поселка. Подрастающее поколение, смотря на взрослых, также хочет облагораживать и развивать свою малую родину, обязательно прививая при этом любовь к родным местам, сохраняя духовность и веру в нечто большее. Евгения Кладкевич, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Карткировский район.